Крупнейшее наступление сорвано, стороны срочно перебрасывают войска. Кошмар Кремля стал реальностью, ПВО не помогло защитить Валдай, резиденция Путина стерта. Настоящая катастрофа, Украина несет тяжелые потери, такие цифры озвучены впервые. Военная авиация в небе над столицей, жители напуганы, Минобороны сделала официальное заявление. Тысячи опасных преступников на свободе, все силы брошены на их поимку. Как власти РФ могли такое допустить? Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 11 мая. Факты, которые имеют значение в эфире «Нехта», крупнейший русскоязычный новостной канал на YouTube. Я Алексей Бурлаков. Поехали. Перемирие на 9 мая на фронте превратилось не в паузу ради мира, а в окно возможностей. В вооруженных силах Украины заявили, что российская армия заметно снизила активность, но использует это время для восстановления. При этом украинская сторона тоже не теряет времени, проводит собственную ротацию и наводит порядок с логистикой. Они сейчас действительно стихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются брать паузу и использовать эту паузу для ротации, для подвоза сил и вообще для возобновления своих наступательных возможностей. Параллельно завис и обещанный обмен пленными, о котором говорил Трамп. Он утверждал, что с 9 по 11 мая стороны не только прекратят огонь, но и проведут обмен по формуле 1000 на 1000. Но Москва теперь сама дает противоречивые сигналы. Путин говорит, что Киев якобы не согласился даже на обмен 500 человек. А помощник Юрий Ушаков признает, что списки еще только составляются. То есть громкое обещание об обмене пока так и осталось только на словах. Кроме того, по заявлению того же советника Путина, без уступок со стороны Украины и разговаривать никто не будет. Урегулирование украинского конфликта без вывода ВСУ из Донбасса будет стоять на месте хоть через 10 раундов переговоров. В то же время переговорный дуэт Уитков и Кушнер спешат в Москву на миротворческие гастроли. Зачем тогда? Внимательно следим за дальнейшими действиями россиян, потому что заявления их звучат будто независимо одно от другого. От «война скоро закончится» до условий «почему нет». А вы как думаете? Не забывайте написать свое мнение в комментарии. Новое наступление или новые планы о новом наступлении. Похоже, российская армия очень хорошо научилась составлять масштабные планы атак, но не способна воплощать их в жизнь. Издание The New York Times публикует заявления военных аналитиков, которые утверждают, что летом оккупанты могут снова усилить давление. Сухая погода, зелень и лучшая проходимость дают наступающей стране больше возможностей. Но подобные планы были и в прошлом году. Об этом пишет советник министра обороны Украины в своем телеграм-канале. Но тогда одно событие сорвало все планы невероятно победного масштабного наступления. После успешных украинских атак морскими беспилотниками россияне начали строить свои, похожие, и уже было собирались напасть, но... Все планы испортил отключение Старлинка в начале 2026 года. Дело в том, что для беспилотных катеров вопрос связи и управления самый важный. Наш противник решил последовать нам примеру и сделал основную ставку для управления БЭК на Старлинк. Резервные системы были, но они не стали заменой Старлинку. Обычное отсутствие интернета затормозило всю вторую армию мира. Россияне снова придумали невероятно мощное оружие, но забыли продумать самую важную деталь. Почему это все должно работать? Визит Роберта Фица в Москву может обернуться для Словакии финансовыми проблемами в ЕС. По данным Euractiv, в Брюсселе усиливается давление на Братиславу, и там уже обсуждают механизмы, которые позволили бы замораживать или приостанавливать финансирование для стран Евросоюза в случае нарушений принципов верховенства права. Брюссель уже предупредил о проблемах в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей, а это ставит под риск деньги для местных фермеров. На этом фоне поездка Фица к Путину только усилила раздражение в европейских столицах. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже прямо заявил, что европейские лидеры намерены отдельно обсудить с Фица его визит в Москву. На это уже отреагировали в Москве, для этого даже специально позвали секретное оружие МИДа. Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами.
Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь. Путин разделил Германию. В СДПГ допустили, что кандидатуру Герхарда Шрёдера как возможного переговорщика с Россией не стоит сразу отвергать. После того, как Путин публично назвал экс-канцлера Германии лучшим вариантом для диалога между ЕС и Москвой, часть социал-демократов дала понять, такую идею можно как минимум обсудить. Мол, нельзя допустить, чтобы только США и Россия сами определяли будущее Украины и европейской безопасности, и предложение это заслуживает серьезного рассмотрения. Нашей целью должно быть оказаться за столом переговоров, и если одно из условий для этого привлечение экс-канцлера Шрёдера, то это стоит тщательно рассмотреть в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами и не торопиться категорически отвергать это. При этом официальный Берлин инициативу отверг. В немецком правительстве слова Путина считают частью гибридной игры Москвы и не хотят, чтобы тема Шрёдера стала новым поводом для раскола в Германии и Европе. Сам Шрёдер ситуацию не комментирует, его имя остается крайне токсичным в немецкой политике. Бывший канцлер годами поддерживал тесные связи с Кремлем, работал на российские энергетические компании и после начала войны так и не дистанцировался от Путина. Демографическая проблема рискует перерасти в катастрофу. Население Украины фактически сократилось почти вдвое по сравнению с 1991 годом. По словам министра социальной политики Дениса Улютина, на подконтрольной Украине территории сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек. Для сравнения, в 1991 население страны составляло 48 миллионов. То есть за годы независимости, особенно после начала полномасштабной войны, Украина столкнулась не просто с демографическим спадом, а с потерей миллионов людей через эмиграцию, оккупацию, войну и общее сокращение населения. Оттепель таки наступила. После громких заявлений, обид и решений о выводе войск Германия снова пытается договориться с США о покупке крылатых ракет «Томагавк». Как пишет Financial Times, Берлин хочет не только получить сами ракеты, но и убедить администрацию Дональда Трампа продать вместе с ними и наземные пусковые установки «Тайфун». По данным издания, министр обороны Германии Борис Писториус готовит поездку в Вашингтон, чтобы вернуть эту тему в переговоры. Речь идет о предложении, которое Германия впервые выдвигала еще в июле 2025 года. Визит, как утверждают источники, зависит от того, удастся ли Писториусу встретиться с главой Пентагона Питом Хексетом. «Томагавк» — это дальнобойная крылатая ракета для ударов по наземным целям. Обычно ее запускают с кораблей, но Берлин, судя по всему, хочет получить и наземный вариант. На этом фоне интерес Германии выглядит особенно показательным. Европа все активнее ищет собственные инструменты дальнего сдерживания на случай новых угроз со стороны России. Над столицей появились истребители без предупреждения и объявления войны. Жителей Астаны напугали военные самолеты в небе, но тревога оказалась ложной. В Минобороны объяснили, что с 10 мая в столице начались тренировочные полеты авиации в рамках подготовки к показательному пролету, который состоится 15 мая. В ведомстве пообещали, что полеты проходят на безопасной высоте и не повлияют на обычную жизнь города. Также военные уточнили, что цветной дым, который может появиться в небе, используется только для демонстрации и не представляет опасности для людей и окружающей среды. Мы у вас тут постреляем немножко, вы внимания не обращайте. Резиденция диктатора стерта. Пока, правда, не с лица земли, но с карт. Правда, не со всех, а только из Яндекса. И то заблюрили как матерное слово. В России все заметнее превращают безопасность Путина в отдельный режим. Раньше таким образом там скрывали в основном военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме того, сообщается, что саму Валдайскую резиденцию за последние годы тоже плотно прикрыли противовоздушной обороной. Вокруг нее насчитали более 25 систем. Связано ли это со страхом перед дронами или потому, что Путин боится покушения на Кабаеву, ведь ее с недавних пор возненавидели россияне? Как думаете? Пишите в комментарии под этим видео. Если зайти в российскую школу и задержаться там ненадолго, можно увидеть, как стремительно в этом месте меняется история. Очередное нововведение. Теперь детей с раннего возраста будут вовлекать в государственное историческое просвещение с акцентом на войну и так называемых героев СВО. Новую концепцию уже отправили в регионы, она охватит детсады, школы, колледжи и вузы.
Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. С 1 сентября 2026 года в школах также появится новый обязательный предмет – духовно-нравственная культура России. Его будут вести учителя истории. Математику скоро будут изучать на патронах и танках. Или уже начали. Нам нужно узнать, сколько танков было в этой битве, участвовало именно с советской стороны. В России активно ищут нелегалов из Узбекистана. Не могут найти уже месяц. Но нелегалы непростые. Во-первых, их более 1700. Ну а во-вторых, это пчелы. Пропавшая фура с пчелами из Узбекистана, которые должны были пройти обязательный карантин, запропастилась на просторах РФ. По данным медиа, груз пересек границу через пункт в Астраханской области в начале апреля, но до места санитарного контроля в Курганской области так и не добрался. Проблема в том, что южные пчелы без карантина считаются потенциально опасными. Они могут быть носителями инфекций и паразитов, способных заразить местные пасеки и вызвать массовую гибель пчелиных семей. Кроме того, пасечники предупреждают, что такие пчелы более агрессивны, а их укусы могут привести к тяжелым аллергическим реакциям. Ситуацию делает еще страннее то, что, по словам местных жителей, в самой карантинной зоне якобы вообще не было условий для приема такого груза. Ни ульев, ни оборудования. Теперь общественники обратились в Россельхознадзор, прокуратуру, МВД, а фуру вместе с водителем разыскивают по всей стране. Может быть, они даже взяли в заложники водителя? Или это вообще братья по оружию боевых комаров из украинских биолабораторий? Как думаете? Напоследок видео, которое точно не оставит равнодушными. Эволюция мнения кремлевского диктатора в 2022 и сейчас. Досмотрите до конца, вы удивитесь. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Украинская сторона, господин Зеленский. Спасибо, что остаетесь с нами. На сегодня у меня все. Увидимся уже вечером.